Я горда быть дочерью такого народа. Когда ты представитель молодежи, ты понимаешь, что не все потеряно, значит, у нас есть возможности. Бадры Зурабович четко обозначил, что команда Абхазии — это команда президента. За кого ты голосовал? Что это не очевидно? Самое приятное в этой истории — наблюдать детские эмоции. Новые медиа Абхазии для меня — это, наверное, лучшее образование для медийщиков. Команда Абхазии, она инициирует кучу классных проектов. Абхазия будущего для меня, она независимая, сильная, развивающаяся. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что такое кодекс Апсуара для детей, да, и в сравнении с взрослыми? Ну, в моем восприятии, я предполагаю, что и в восприятии моих ровесников, да, я отношу себя, конечно же, к молодому поколению. Это в первую очередь необходимость чтить наши традиции, наши обычаи. А если говорить о более старшем, да, взрослом поколении, то это, конечно же, это частичка их души, грубо говоря, да, Апсуара. Это то, что необходимо взращивать в будущем поколении, то, что необходимо передавать. Ну вот, к примеру, сейчас внедряется программа наставничества в школах Абхазии. Да, мы все о ней слышали. Программа наставничества предполагает, что в каждой школе в нашей стране появится педагог-наставник, который будет заниматься патриотическим воспитанием. И тут к вопросу о важности сохранения нашей национальной идентичности, как раз-таки я предполагаю, что этот проект реализуется именно с этой целью. Появится отдельный педагог. Это будут как отдельные уроки, да? Это будут, да, как я понимаю, это будут отдельные уроки. Внедряется новая такая профессия педагога-наставника. У нас ранее такого не было. Вот. Сейчас уже в школах Абхазии по понедельникам стали дети петь гимн, чему я очень рада. Вот. И я думаю, что это максимально благоприятно скажется, конечно же, на воспитании будущего поколения. Это чудесно, я не знал, это очень крутая история. На самом деле очень хорошая история, классная идея. Этот год вообще многое принес нам, и как абхазам, и в целом как стране. Что бы ты отметила явное, вот, на твой взгляд, этот год, чем он тебя зацепил? Если говорить именно о развитии Абхазии, да, в целом, то, конечно же, в первую очередь это дорожно-инфраструктурное развитие или вот, например, запуск аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзенова, международный аэропорт Сухум. У меня была съемка в этот день в аэропорту, когда приземлился первый рейс. Это уже был не тестовый, а вот именно первый рейс. Регулярно. И вот у меня было ощущение, что вот в небе над Сухумом словно вот растворились годы забвения и оставили веру только в лучшее будущее. Ну, я даже расплакалась, если честно. Хотя я не отношусь еще к тому поколению. Вот моя мама рассказывала, что там они вылетали из нашего аэропорта там в Москву, куда-то ездили. Я, конечно, это не застала, но все равно меня вот переполняли такие эмоции. Я была безумно рада, я была так горда. И вообще, мне кажется, это такой шаг в будущее. Вот, потом Диаскурия появилась, насколько это просто облегчило нам жизнь всем. Вот я на выходных должна была поехать к сестре в Сочи, и не нужно было ехать на такси до границы или на маршрутке, потом пересаживаться, вот как мы все привыкли. Просто сел на Сухумском вокзале и спокойно доехал. Да. Это правда очень удобно. Плюс она такая классная, комфортная, красивая. И на самом деле много чего можно отметить. Потом конкурс молодых управленцев команды Абхазии. Ну, мы знаем, что вот наш президент Бадр Зурабович во время предвыборной кампании, он шел с какой идеей? Он говорил, что мы уходим от коррупционной истории, о вот этой вот преемственности поколений, назначать кого-то там по связям, грубо говоря, да? И что он будет формировать новую команду молодых управленцев, команду экспертов. Так и получилось. То есть вот на основе платформы «Россия – страна возможностей» был проведен конкурс молодых управленцев. Я, кстати, тоже принимала участие. Вот. Я, к сожалению, не являюсь победителем или финалистом, но я рада, что в моей жизни был такой опыт. Вот. Было очень интересно. И так и сформировалась команда, новая команда, новое правительство. Отрадно это наблюдать, особенно когда ты представитель молодежи, ты понимаешь, что не все потеряно, значит, у нас есть возможности, у нас есть шанс развиваться. Скажи, пожалуйста, недавно, на прошлой неделе, прошел форум команды Абхазии, очень большой, очень классный, я там присутствовал. Расскажи свое мнение об этом дне. Ой, это вообще было масштабное событие, я была безумно рада быть частью форума команды Абхазии. На самом деле, как вы знаете, там были различные тематические секции. Я, например, принимала участие в секции по гостеприимной Абхазии. Там презентовали конкурс. Он направлен на выявление туристического потенциала нашей республики. Но больше, конечно, я посетила секцию по молодежной политике. Мне это было более интересно. Вот ее модерировал Тарас Миронович Хагба, вот вице-премьер, руководитель Госкомспорта. Там обсуждались
обсуждались и вырабатывались различные стратегии, механизмы, я не знаю, вот развития именно молодежной политики. Обсуждалось как раз-таки улучшение качества жизни молодых граждан нашей республики. Мне, конечно, было очень интересно. Вот, мы послушали, обсудили, что-то для себя новое извлекли, пообщались с экспертами. Конечно, хотелось бы, чтобы подобные мероприятия именно образовательного характера, вот как команда Абхазии, проводились чаще. Очень мне понравилось. Я под большим впечатлением осталась. Скажи, пожалуйста, на форуме команды Абхазии что делал Бадр Зурабович? Ну, Бадр Зурабович, во-первых, на форуме... Бадр Зурабович открывал вообще форум, да, он выступил с приветственной речью и четко обозначил, что команда Абхазии, команда молодых управленцев, молодых экспертов, это команда президента. То есть у нас команда Абхазии, команда президента. Бадр Зурабович четко дал понять вообще всем гражданам нашей республики, всем жителям, что вне зависимости от того, какой ты национальности, какой ты религии придерживаешься, и вообще в целом у тебя есть возможность развиваться, если ты преследуешь цель. За кого ты голосовала? А что, это не очевидно? Когда ты пыталась выбрать между президентами, да? Чья политика тебе нравилась больше и почему? Ну, если говорить... В смысле, между президентами? Да, между кандидатами? Между кандидатами, да, извиняюсь, между кандидатами. Почему твой выбор падал на Бадра Зурабовича? Почему Бадр Зурабович? Да, почему Бадр Зурабович? Потому что мне он вообще импонировал с самого начала как просто человек. Вот когда смотришь на него, и, ну, если так можно выразиться, у него аура такая добрая, приятная. Максимально. И я понял, что вот этот человек, да, мой голос за этого человека. Моя семья всегда придерживалась именно идеологии, которой придерживается действующее руководство страны. Вот курс Бадра Зурабовича максимально откликается мне, моему отцу, моим старшим. Но это как бы, это вот один только из пунктов. Но когда я стала углубляться, когда я стала непосредственно взаимодействовать, работать, да, с Бадрой Зурабовичем даже в рамках предвыборной кампании, он мне также стал просто импонировать как человек. Вот его идеи, с которыми он шел, его непосредственность, его простота. То есть Бадр Зурабович не ставит каких-то ограничений или вот каких-то рамок. То есть ты не чувствуешь, что ты сейчас стоишь и общаешься с будущим президентом, или что вот... Нет, понятно, что ты ощущаешь силу-то, ну, как бы это одна история, но другая история о его человечности, да, то есть вот мы в рамках предвыборной кампании приезжали, допустим, в села, приезжали в районы, в города, и вот дети спокойно подбегали, обнимали его, и не было какой-то вот этой шаблонно-протокольной формы, что вот он подходил ко всем, он обнимал этих детей, он общался со всеми, он искренне выслушивал проблемы граждан, там же записывал, думал, как все это, как он будет это решать, ну грубо говоря, вот он, мне кажется, не может не откликаться как человек, когда ты понимаешь, что вот человек, которому искренне важны и интересны нужды своего народа, станет возглавлять твою страну, будет, да, лидером, то, конечно же, мне кажется, выбор становится очевидным. Очень много всего строится в Абхазии, происходит, но не через все можно увидеть эмоции людей, искренность. И я увидел у тебя в Инстаграме публикацию про ребенка и село Махадыр, да, про детскую площадку. Расскажи, пожалуйста, про это. Да, это на самом деле очень такой интересный случай. Суть в том, что в рамках предвыборной кампании Бадр Зурабович проводил предвыборную встречу в этом селе, и вот одна маленькая девочка, я помню, мы с моей коллегой Миланой прям рядом с ней вот так стояли, она просто встает и говорит: Бадр Зурабович, а можете, пожалуйста, нам построить детскую площадку? Я не помню, какую причину она назвала, то ли ее родители не пускают там далеко, или, в общем, не помню, не суть. Вы знаете, я даже не то, что не отказать, а мысли не могу допустить, что мы этого не сделаем, когда просит такой ангелочек. Мы обязательно это сделаем. Детская площадка появилась, она радует не только эту девочку, которая, кстати, регулярно там проводит время после школы, мы записывали недавно, делали репортаж, но и вообще все жители села максимально благодарны, и, ну, как бы это не единичный случай. Сейчас, как мы знаем, вообще инфраструктурное развитие в этом контексте, оно у нас очень развивается. Вот, например, Краснодарское региональное отделение движения «Россия молодая» открывает площадки по всей республике. Уже где-то 9 или 12 объектов открыто. Там многофункциональные спортивные площадки, детские площадки. Всего 17 объектов будет открыто.
И самое приятное в этой истории, даже когда вот мы приезжаем по работе, это наблюдать детские эмоции искренне. Вот дети безумно рады, что появляются такие спортивные комплексы, детские комплексы, да, места проведения досуга для детей. И как бы это не может не радовать. Я знаю, что ты, как и я, вошла в топ-50 участников новых медиа Абхазии. Реализация этого проекта, на мой взгляд, увеличит, скажем так, количество подготовленных, современно мыслящих журналистов. Будет уникальная возможность обучаться у лучших журналистов, у лучших медиатехнологов. Для меня это будет очень приятный, интересный новый опыт, в котором я хочу очень многому научиться, обучиться, понять, узнать и, естественно, пройти дальше и расти выше. Что для тебя это значит? Ну, я, во-первых, безумно рада, что я прошла, что у меня будет такая возможность пройти обучение у экспертов такого масштаба. Новые медиа Абхазии для меня это, наверное, лучшее образование для медийщиков, на мой взгляд, по всей России, вообще на постсоветском пространстве. Но это вот в моем восприятии так. И я год назад буквально хотела подать заявку на мастерскую новых медиа, но в силу загруженности, вот у меня там были госэкзамены, я заканчивала универ, у меня как-то не получилось. И я безумно обрадовалась, когда узнала, что новые медиа Абхазии, появляется такой конкурс здесь у нас, и буквально не выезжая за пределы республики, мы можем пройти такое обучение, перенять такой классный опыт. Я безумно жду. Я знаю, что вот заезд буквально в воскресенье, и вот мы с ребятами собираемся, ждем. Вот, кстати, вопрос. Считаем дни. Заезд, получается, там 3 дня. Да. Все 3 дня мы физически с утра до поздней ночи будем обучаться и жить в Литфонде, в Пицунде. Вот. У меня вопрос. Насколько сложно тебе вырваться из среды работы, жизни и выделить 3 дня исключительно для этого проекта? Ну, мне кажется, для какого-то другого проекта мне было бы достаточно сложно это сделать. Но когда это новые медиа Абхазии, мне кажется, мне не то, что не сложно, я просто сижу и считаю дни, когда же начнется это обучение заветное, долгожданное. Нет, мне вообще не сложно, я просто в предвкушении. График, я так понимаю, там с самого раннего, с 7 утра я насколько знаю, да. 10 или 11 ночи. Это будет очень плотный, сильный график. Я уверена, что в новых медиа, вот в Литфонде, там будет столько же крутых спикеров, и что мы вообще уедем с огромным багажом бесценных знаний. Вообще. Этот открытый лекторий, кстати, вот такие лектории открытые можно почаще проводить и на ГУМе, и на других площадках. Вот это было бы очень хорошо, потому что информация, правда, очень классная, потому что в интернете найти вот именно немного воды, а именно полезной информации нужной очень сложно. Сложно, конечно. А тут тебе просто за час выдали вот прям всю базу, все надо. Тык-тык, показали, что и на абхазском языке есть переводчик, искусственный интеллект. Я такой, что? Скажи, пожалуйста, вот проект «Команда Абхазии» — это же не только команда президента, да? Из команды Абхазии вытекают очень много различных проектов. Да. Вот, о которых ты мне сейчас расскажешь. Конечно, вообще с удовольствием расскажу. На самом деле команда Абхазии, она инициирует кучу классных проектов. К примеру, проект «Гостеприимная Абхазия», он направлен на выявление туристического потенциала нашей страны. Можно оставить заявку, да, и разработать проект, направленный на улучшение, там, скажем, внести свой вклад в развитие туризма нашей республики. Вот, к примеру, есть проект «Сталкерский туризм», который должны реализовать в Ткварчале, в моем родном городе. И вот, получается, он будет как бы направлен на развитие Восточной Абхазии. В Ткварчале есть туристический потенциал, и его нужно развивать. Вот, к примеру, сталкерский туризм, да, туризм по заброшкам. Вот есть проект, одна из финалисток конкурса «Команда Абхазии» его планирует реализовать. То есть там будут туры по заброшкам, всякие квесты, игры. Вот. Потом такие проекты вот команды Абхазии, которые направлены как раз-таки на внедрение какой-то инклюзивности в наше общество, да, то есть чтобы мы уделяли внимание людям с ограниченными возможностями. Вот, например, проект «Социальное такси». Вот в рамках проекта «Социальное такси» мы знаем, что 30 сентября нам Нижним Новгородом были переданы машины, специальные машины для людей с ограниченными возможностями, да, машины такси. Потом доступная среда души, также для людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустраивались пляжи специальные для людей с ОВЗ.
Вот. И на самом деле в рамках команды Абхазии очень много проектов крутых реализуется. Вот и что я еще могу выделить? Вот в село Дзыгута я недавно ездила, мне рассказывал также один из участников гостеприимной Абхазии, что там должен появиться такой... Эко-парк, что-то такое? Да-да-да, зона отдыха. Да, такая зона отдыха, там видел, библиотека, там... Да-да-да, классно вообще. На самом деле очень много крутых проектов. Надеюсь, они все благополучно реализуются. Так и будет. Нет сомнений вообще. Этот год вообще приносит нам только положительный опыт. Да, согласна. Скажи, пожалуйста, мы поговорили о том, что для тебя есть Абхазия, да, немножко о политике. Но мне интересно знать твое видение на будущее Абхазии, да? Ты сама с Ткварчала, правильно? Да, я с Ткварчала. Вот, ты сейчас в Сухуми по большей части работаешь. Вот этот вот экспириенс, опыт, твоя жизнь. Мне интересно твое мнение, взгляды на будущее, ощущения уже, которые есть сейчас. Абхазия будущего для меня, она независимая, сильная, развивающаяся. Абхазия, которая развивается в союзе с Российской Федерацией. Абхазия, в которой живет народ с сильным духом, стойкий народ. Абхазия, в которой сохраняются и чтят традиции, обычаи. Для меня, например, Абхазия будущего — это страна с самым сильным паспортом, чтобы без виз можно было поехать куда угодно, чтобы все люди желали получить именно наш паспорт, как многие хотят там иностранный себе паспорт получить. Вот я вижу вот такую Абхазию, настолько сильной, мощной, прекрасной, невероятно красивой. Скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала своим сверстникам и в целом жителям Абхазии? Ну, своим сверстникам, молодому поколению я, конечно же, пожелала бы в первую очередь. Ну, понятно, там, благополучие, счастье, здоровье — это ок, но я желаю своим сверстникам, чтобы они брали от этой жизни все. То есть именно в современном мире, когда у нас есть возможность развиваться, не выходя из дома, и когда есть возможность принимать участие в таких крутых проектах, стажировках и вообще как бы хвататься за все возможности, я желаю своим ровесникам именно развиваться в этом контексте. То есть проходить стажировки, проходить практики, обучение, я не знаю, принимать участие во всевозможных проектах, пробовать себя во всех сферах. Я желаю своим ровесникам найти себя в первую очередь, найти себя и внести достойный, посильный вклад в развитие нашей Абхазии. Спасибо большое. Тебе спасибо. Я хочу сказать от себя, что я очень рад, что такие люди, как ты, и в целом вся молодежь, она такая приятная, позитивная, хорошая, что этот год принес нам очень много всего интересного, хорошего, много изменений, и сразу видно, что этот год — это отличное направление всей Абхазии и всех жителей. Спасибо большое. Тебе спасибо.